Перестроение в две шеренги. Итак, представим, что рядом со мной стоит партнер. Мы рассчитались. Он первый, я второй. Следует команда. Класс. В две шеренги стройся. Или просто в две шеренги стройся. Дальше следуют такие шаги. Раз. Дальняя нога, шаг назад. Два. Ближняя нога назад и в сторону. Три. Приставить. Вот я стою за первым. Обратно то же самое. Звучит команда класс. В одну шеренгу стройся. Раз, два, три. Когда с детьми разучиваем, часто они путают ноги. С какой ноги начинает движение? Начинает двигаться ближней ногой, потом сюда и встает. Вот этот момент надо отработать. Значит, идет у нас дальняя нога назад, потом сразу же нога назад в сторону и приставили. Здесь надо объяснить, что не должно быть никаких скрещиваний. То есть мы как пошли назад, здесь нога пошла спокойно в сторону и спокойно приставили. Ничто ничему не мешает. Всего, по сути, 3 шага, даже 2 шага и третий приставить ногу. Кажется, что строевые упражнения это скучно и неинтересно, но это весьма полезно. Потому что, во-первых, помогает научиться координироваться правильно, чтобы сообразить, как действовать, насколько быстро, куда нога пойдет, как встать. А во-вторых, оно помогает в занятии быстро перестроить ребят для, например, разминки. Потому что если просто будем расставлять их здесь, встань, ты здесь, встань, ты здесь, встань, то это будет очень много времени. А тут сказали, в две шаги стройся, раз, два, три, потом. Вторые, например, шаг назад, первый шаг вперед. Вот мы уже разомкнулись. Ну или еще какое-то другое перестроение применить. Все, это займет буквально 5-10 секунд. И можно уже разминаться. Также потом перестроиться обратно и продолжать занятия. То есть перестроения эти помогают нам сократить время. И для детей это весьма актуально, потому что чем больше времени остается в конце, тем больше времени можно потом поиграть. Потренироваться можно и дома. Ребенок может поставить стул и просто отработать это движение. Ничего сложного. Главное не путаться. И главное запомнить, где кто стоит. Получается у нас, видите, с правой стороны обычно. То есть мы шагаем в правую сторону. Эти движения надо знать, чтобы всегда быстро, везде перестраиваться, всегда быть готовым ко всяким вот таким нюансам. Спасибо за внимание.